Такой вопрос. Ну, вы граждане Казахстана, да? Да. Да. Как вы относитесь, вот, ну, вообще выходцы вы из Украины оба? Нет, Нет, мы из Кустанайская область, город Север. Лисаковск. Север Казахстана. Не, да. но имею в виду Кустанай- ваши родители приехали из Украины? Наших родителей и родители. Ваших родителей и родители? Да. А, вот На так Целину, вот. когда приехали. А, Да. ну я понял. Как вы, Да. что слышно об Украине в Казахстане? Я говорю, как вы относитесь к тому, что Россия оккупировала украинскую землю? Да, Россия не оккупировала украинскую землю. Вы сами ее продали. Вы ее сами на Запад продали. Так Сами как мы ее продали на Запад, если ее оккупировала Россия? Ну, вот Крым и Донбасс. Да как Россия вообще к вам, Россия вот по телевизору вот так вот говорят. Мы Вы что, так и говорим. вот, Что по телевизору, то конечно мы же, говорим. это нужно подумать. Не, вы понимаете, что вот эти, для чего они делают эти заявления? То есть они оккупировали Украину и Крым, и они теперь хотят оккупировать Северный Казахстан. Да. Для того, чтобы отвести от своего... Отведение, да, Да. закрытие глаз. Да, отвести свой взгляд на то. Так какой или свой взгляд? Я вам иное. говорю, что у нас оккупировали Крым. И вот они делают заявление, Единая Россия делает заявление, что нынешние территории Казахстана были подарены Россией. Вы живете на подаренной территории, да? Нет. Ну, вы понимаете, что это все закончится тем, что Россия оккупирует часть Казахстана? То же самое они рассказывали про подаренный Крым, я вам напоминаю. У вас не складывается в голове ничего? Только рады будем. Только будем рады. Вы будете рады, если Россия заберет вот эту часть территории, да? Да. Очень рады. Будем рады, будем отвечать, будем аж поклоны бить. То есть, если придут, секунду, если придут российские войска захватывать землю Казахстана, вы будете поддерживать это? Конечно. Да. А Конечно. почему? Что значит конечно? Ну, вы там родились, это, ну, вы знаете, что это земля казахов. Как это может быть? Ну, как? Это очень сложный, очень, да. это очень сложный вопрос. На эти темы как бы не разговариваются, понимаете? Это очень даже сложный вопрос. Так что Вот, сложный? надо Ну, много, как конечно, сложный? брать, Вы патриоты своей страны или нет? Ну, вот вы за Казахстан Конечно, или за мы Россию, я не пойму. живем. Николаевская область, Николаевская губерния когда-то по истории была, да. Не, вы патриоты Казахстана или нет? Вы же там родились, ну, жили всю жизнь. Да. Ну, так а чего вы хотите, чтобы Россия захватила Казахстан на часть? Ну, мы не хотим, чтобы Россия захватила Казахстан. Просто-напросто мы хотим отыграться в Россию, да и все. Что значит отыграться? Чтобы часть территории Казахстана перешла в Россию. Ну, какая-то малюсенькая, самая такая Вместе с хлебная, вами, знаете. да? А вы не хотите сами поехать в Россию, жить и не тащить территории казахские туда? А это много делов. В смысле, много делов. Ну, вот так вот, в прямом смысле Просто, много делов. понимаете, вот с таких людей, как вы, начиналась оккупация Крыма и Донбасса. Вот такие, как вы, начинали махать российскими флагами под водочку, вот как вы сейчас стаканчик держите. И потом начинали кричать «Путин, веди войска». На Ну, не Кате. знаю, нас, мне кажется, не только мы, а много-много людей захотят этого. Захотят. Скажите, в Казахстане есть какая-то статья за, ну, криминальная за посягательство на территориальную целостность Казахстана, там что-то такое, как вы думаете? За сепаратизм? Да, скорее всего, есть, да. Скорее всего, есть. Ну, хорошо. Давайте, удачи. Смотрите себя на телеканале «Прямой» в Украине. Держитесь там. Я все-таки выступаю за то, чтобы Казахстан, как и Украина, оставались независимыми государствами и могли противостоять против российской агрессии. Алга, Казахстан.